Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. На портале «Работа в России» стартовало бесплатное обучение отдельных категорий граждан на коротких курсах по компетенциям WorkSkills для содействия их последующей занятости. Кто может получить новую профессию и сколько это займет времени, расскажет гость нашей студии. Владислав Хабаров, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для начала о текущей деятельности вашего центра. Центр опережающей профессиональной подготовки был открыт 2 октября 2020 года. В России был проведен большой конкурс на создание центров опережающей профессиональной подготовки по поручению нашего президента Владимира Путина. И наша республика, подготовив конкурсную документацию, приложив все эти материалы, выиграла на создание Центра опережающей профподготовки. И мы в числе первых на Дальнем Востоке открыли такой центр у нас в республике. Наш центр расположен на Крупской, 13. Это современное пространство для предоставления услуг всему населению. Ну, давайте поговорим о проекте содействия занятости. Какая цель и задача у него стоит? Да, наш центр, надо сказать, занимается по 3 направлениям. Первое направление – это аналитика. Мы анализируем рынок труда, говорим, какие профессии востребованы будут в будущем. Второе направление – это профориентация. Мы работаем со всеми слоями населения, не только со школьниками. Люди понимают, что сейчас уже понимают, что профориентация – это не только для школьников, но и для работающих людей. Ну и третье направление – это краткосрочные программы. По всем федеральным проектам, которые есть для обучения населения, ЦОП там участвует и является оператором. И вот в этом году очень крутой проект начинается «Содействие занятости», где определенные категории граждан могут получить бесплатное обучение для трудоустройства либо для открытия собственного дела. Вот давайте подробнее расскажите, на кого нацелен этот проект и кто может бесплатно обучиться в его рамках. Вообще цель этого проекта – это активизация рынка труда. Из-за пандемии коронавируса очень много сейчас безработных, рынок труда нестабильный. И для тех категорий граждан, которые являются наиболее уязвимыми, соответственно, запущена такая программа. Первое – это, конечно же, наши безработные. Это люди, которые ищущие работы, которые зарегистрированы как ищущие работу. Это предпенсионеры, это люди старше 50 лет. 4-я, 5-я категория и 6-я категория граждан – это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, либо женщины, имеющие детей дошкольного возраста, но не состоящие в трудовых отношениях. Вот на этих людей нацелена эта бесплатная программа обучения. То есть для того, чтобы пройти бесплатное обучение в вашем центре, нужно состоять на учете как безработный, да? Да. И подать заявку? Да. Ну, либо под те следующие категории, которые я перечислил. Да. По каким типам образовательных программ можно пройти обучение и какие курсы представлены? Вообще по России таких курсов очень много, но вот в Республике Саха-Якутия есть 2 региональных оператора. Первый оператор – это Центр опережающей профподготовки, который я представляю, и Северо-Восточный федеральный университет. Наше отличие в том, что Центр опережающей профподготовки готовит по программам WorkSkills. Наверное, население уже сейчас знает об этом движении, но широко известно, проводятся чемпионаты по WorkSkills. WorkSkills – это современная материально-техническая база, это хорошие международные эксперты и международные стандарты. Вот именно по этим международным стандартам мы будем обучать эти категории населения. Компетенции разные. Есть IT, которые можно пройти дистанционно, а есть и такие хардовые компетенции, которые надо пройти очно. А какие направления наиболее популярны? Мы проанализировали. Конечно же, есть компетенции, которые всегда будут востребованы. Это, например, что касается медицины, они очень востребованы сейчас. Есть и работодатели, которые ищут, есть вакансии под них. Есть очень много IT-компетенций, ну и есть, которые промышленные. Промышленность в республике у нас очень сильно развита, и есть промышленные компетенции, которые востребованы. Да. Когда начинается учеба и в какой форме она будет? Как вообще в целом это выглядит? Гражданин, который соответствует под эту категорию, заходит на сайт trud7.ru, и там он нажимает баннер на профессиональное обучение, там он регистрируется, прилагает все соответствующие документы, которые доказывают, что он под эту категорию соответствует. А Центр опережающей профподготовки, в свою очередь, проверяет эти документы вместе с Центром занятости.
проверяет потенциал трудоустройства, даже есть такой пункт. Мы обязаны удостовериться, что он потом откроет собственное дело, либо он потом трудоустроится. И только потом при наборе этой группы запускается обучение на образовательных площадках. То есть надо сказать, что центр обучения, он является только оператором, он сам не проводит обучение. Мы распределяем вот эти квоты обучения по нашим образовательным организациям. А образовательная организация, в свою очередь, чтобы стать вот такой образовательной площадкой, она должна доказать свою состоятельность агентству WorldSkills, которое у нас в России находится. То есть доказать, что их эксперты, их преподаватели соответствуют мировым стандартам, что у них оборудование соответствует и что их программа обучения соответствует эталонным программам международных стандартов. А сколько в среднем занимает время обучения? И там только теоретическая часть или есть и практические? Есть и практическое. Ну, мы делим его на профессиональное обучение, когда после 9-11 класса можно получить полноценную профессию. Мы разделяем его на ДПО. Это дополнительное профессиональное обучение, программа обучения и программа переподготовки. То есть, ну, грубо говоря, это от 2 недель до 3 месяцев обучения. Обучение разное. Конечно, мы стараемся теорию, исходя из запросов категории граждан, проводить дистанционно. Но есть некоторые компетенции, которые обязаны проходить очно. Допустим, мы сварщика никак не обучим дистанционно. Ну а вот все айтишные компетенции, граф-дизайн, цифровой маркетинг мы пытаемся проводить дистанционно. Расскажите про условия трудоустройства в рамках этого проекта и как можно найти потенциального работодателя. Ну, конечно, цель вот этой программы – это трудоустройство, либо открытие собственного дела. Делится эта программа, результат этой программы договора. Это может быть трехсторонний договор, когда человек, заходя в образовательную организацию, подписывает договор, где образовательная организация, он сам как физлицо и работодатель. То есть здесь работодатель обязуется его трудоустроить после обучения. Образовательная организация дать то качество обучения, которое устроит работодателя. Ну и второй договор – это, конечно, договор, когда человек обязуется открыть свое собственное дело, либо стать самозанятым. Те же парикмахеры, которые у нас сейчас проходят, они впоследствии становятся самозанятыми, либо открывают свое собственное дело. У нас есть уже такие примеры. Ну и как работать с работодателем? Это, конечно же, через центры занятости. Мы очень тесно работаем с Госкомзанятости, совместно с ними проводим большую просветительскую работу и совместно с ними находим под запросы людей работодателей. Человек только должен выбрать свою компетенцию, и потом находим под него работодателя. А если нет, его не устраивает работодатель, то он сам может, в принципе, прошерстить вот эти вакансии и прийти к нам уже с готовым резюме и работодателем. Вы перечислили несколько категорий граждан, да, которые могут поучаствовать в этом обучении. А если, например, человек не входит в эту категорию, может ли он пройти тоже обучение? Ну, в рамках этого проекта нет, но я бы посоветовал тем людям, которые не подходят под эти категории, ознакомиться с нашим сайтом sop14.ru, зайти на наш инстаграм-аккаунт, позвонить в наш номер. И, в принципе, есть у нас другие федеральные проекты, в которых почти что все категории граждан представлены. Есть и первая профессия, если ты школьник, если и для студентов мы предлагаем определенные программы, и среди них даже есть тоже бесплатные федеральные проекты. Расскажите, как разрабатывался этот проект и проходил ли анализ рынка труда, чтобы вы внедрили те или иные курсы? Да, проект начался уже после Нового года. Уже после Нового года мы начали работать с Госкомитетом занятости. Все, что касается рынка труда, все это мы вместе прорабатываем с теми людьми, которые прекрасно знают этот рынок и работают с ним. Центр занятости подготовил нам приоритетные компетенции, по которым можно трудоустроить человека. И мы по этим компетенциям начали прорабатывать образовательные организации, которые у нас есть, и у которых соответствующая маттехбаза, эксперты. И вместе с ними подали документы на предквалификационный отбор. И уже там, в результате открытого публичного конкурса, они прошли и открыли у себя такие компетенции. Как желающим можно подать заявку на отбор?
Ну вот сайт, я посоветую сайт trudsem.ru зайти. Это очень полезный, на самом деле, федеральный портал. Там и разные программы Минтруда там представлены. Но вот и содействие занятости там. Там есть вкладка содействия занятости. Заходите туда, заполняете свои личные данные. И уже после проверки, в принципе, можете приступать к обучению. У нас есть своя тьюторская служба. Каждому человеку мы подходим индивидуально, находим для него рядом с его районом проживания образовательное учреждение. Если нет, то где-то он находится, где далеко, мы ему предлагаем дистанционные варианты обучения. А работает ли ваш центр с учебными заведениями, которые работают вне республики? Да, проект содействия занятости. В рамках вот этого проекта и на примере этого проекта можно рассказать, как мы работаем с другими образовательными организациями. Да. У нас вот из тех, кто прошел обучение, 2 человека, например, проходят в других регионах. Да. Те форматы обучения, которые предполагают дистанционный, вот они могут проходить и в других центрах. Вот когда вы заходите на сайт trudsem.ru, там будет на выбор несколько регионов. Человек, если хочет обучиться в своем родном регионе, выбирает вкладку «Республика Саха-Якутия», и там из перечня образовательных организаций выбирает свой. Ну а если он хочет обучиться в другом регионе, мы не исключаем и такую возможность, он выбирает этот регион, и там он может обучиться дистанционно. Но он может обучиться и очно, но есть варианты дистанционно в другом регионе. А по окончании курсов даете ли вы какие-то документы, прошедшие? Да, конечно, это мы выдаем свидетельство и профессиональную квалификацию государственного образца. Все вот то, что согласно федеральному закону об образовании, мы все это выдаем. Да, то, что требуется. А курсы сколько длятся? Ну, от 2 недель до 3 месяцев. Но самые, конечно, долгие это 3 месяца. Ну и могут быть и краткосрочные программы, которые начинаются от 72 часов. Вот вам скоро будет год, вашему центру, да? Сколько людей прошло через ваш центр, и отслеживаете ли вы их судьбу в дальнейшем? Да. 2 октября 2021 года мы отмечаем свой первый день рождения. В прошлом году 8 тысяч человек прошли через те или иные программы ЦОП. Да, вот очень много людей прошло через профориентацию, где мы проводим мероприятия среди школьников и среди населения. К нам обращаются и предпенсионеры, и люди вообще пожилого возраста, и работающие люди, с тем, чтобы мы помогли им выбрать дальнейшую карьеру. Второе наше направление – это аналитика. Мы сейчас разрабатываем большой проект «Гайд будущих профессий». Да, это будет настольная книга методическая для профориентаторов. Мы хотим, чтобы и школьники посмотрели этот электронный вариант. Будет, надеемся, и мобильное приложение, где мы будем рассказывать о будущих профессиях, которые будут в нашей республике востребованы. Ну и по краткосрочным программам очень много у нас проектов. Но вот отмечу, что мы и со школьниками здесь работаем в рамках проекта «Первая профессия», где ребенок в 9, 10, 11 классах может получить свою первую профессию. Ну и вот проекты WorldSkills, федеральные проекты, по которым мы активно участвуем. Ну, главная задача Центра опережающей профессиональной подготовки – это опережение времени, опережение по подготовке кадров. Мы хотим и учим тем профессиям, которые будут востребованы в будущем. Например, мы обучаем по компетенции сетифермерства, к примеру, да? Либо мы обучаем по профессиям лазерные технологии, по другим компетенциям, которые сейчас в массовой подготовке не представлены. Спасибо вам большое, Владислав. Ну а я напомню, что сегодня мы разговаривали с директором Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия Владиславом Хабаровым.